если ты приехал, ну, куда-то кому-то в гости получается, то 3 дня ты гость. Тебя не работать, не заставлять, ничего. Так что я приехал сюда к тебе. Три дня я гость должен быть. Я же приехал сюда. Тут Андрюха уже все. Значит, я обжился тут. По-хозяйски, да. Поверь, уже обжился, все уже как мое родное. Все нормально. Да и что, я же сам, знаешь, деревенский. Что? Ну да. Печка протопить. Я понимаю, это если там городской там не видел этой печки никогда. Ну да. Все для меня нормально. Так что нормально. Приехал, банька затоплена, банька топится еще. В доме тепло, уютно, кушать сварено, вот макарошки с тушеночкой. Я себе рыбки немножко достал. Все чики-пуки. Рыба, кстати, наловлена. Сейчас Андрюха покажет, что он поймал. Друзья, не поверите, на этом озере я самую большую ловил где-то, ну, двушка, скажем. И на этом. Так-то ловил крупнее было, но именно на том, где у нас стоячие жерлицы, где-то двушка была. Ну, полторашки, килошки, полкилошки всяких там разные. Прошлый год сами видели, какие там щуки были. Ну, так как поклевок не было, я думал, глухозимье, я говорю, что-то, говорю, живцы подохли, особой надежды нету. Ну, поставили для пробы. Сегодня Андрюха съездил. Сейчас занесет, покажет. Так еще интересно, Геннадьевич, там походу еще мощнее живет, крокодил. Ну, да, покусала. Вот сейчас зайдет, покажет, расскажет, что да как там. Если честно, он удивил, да. О, Кабанелла говорит, еще 2-2,5. Трешка железная, этой щуки, это как минимум вот трешка. Вон, ребятки, такую достал красавицу. Вообще. Дело было вообще интересно. Соточку бы она уже посопротивлялась. Да. 130-ку-то влетела она, или тоже, наверное, с багориком, да? Морду показала, не, без багорика, морду показала, за глаза дернул ее как бы. Не, хорошая, толстая. Без пиявок, без ничего. Такая активная щука. Щуренция вот такая вот. Ну, ребят, мороз на улице, дубея вот. Сразу рыба, как кость. Вообще и как кость. Вторую вот поменьше, говорит, покусала, поперек взяла. Поперек, это вообще какая морда, вот допустим, если у трешки даже вот взять морду, получается, ну вот ее на укус, конечно, она расширит еще лицо. Сантиметров 7, да, по ширине получается. А там вот получается в 2 раза больше. Сантиметров 10, да, получается. Представляешь, там какая дура, там пятерка, шестерка. Если не десятка там вообще. Ну, там так. мужики сети ставили, да, сети рвет, получается, с лески сети рвет щука. А ставили капроновые древние сетки, говорит, запутывались по 6-7 килограмм, вот эти щуки там, да. Ну, там такие. Как бы. Так что, Геннадий, без тебя я тут немножко похозяйничал. Ой. Погонял на твоем буксировщике, понравилось очень вообще. Сам. Так что время не терял даром. Я, можно сказать, ну, вчера отдохнул, да, посидели, отметили днюху, все как полагается, поздравили Серегу с юбилеем, 55 лет, маханули песни под баян, все как по нашей традиции, ну, типа свадьба была, стол был накрыт, куча салатов, куча всего, ну, а мы теперь, с вашего позволения, немножко по капулечке за аппетит. Я что-то ехал, дома вроде поел, а тут кастрюлька открыл, и я посмотрел, ну, вкусняшка, попробовал, думаю, ты заметил, рыба как пахнет, да, вот рыбой, это да, не озерная, а вот именно речная, потому что заливное как бы проточное. Нет, видно, что щука такая не темная, да, она местная. Речная, а озеро это заливное получается, и нормально. Ну, в общем, Геннадьевич, сработала мель с подлунки, короче, вот получается, где было... Чуть больше сюда, если можно, вот сюда и сюда. Где был этот обрыв, получается, ну вот 3 сработки. Первую подхожу, вот эта щучка. Угу. Я думаю, ну здорово вообще. Ну, в целом уже думаю, классно. Подхожу к следующей. Полностью получается вымотка, и жерлица стоит с чашки выбита вот так. Представляешь? То есть снег взорвало даже, да, получается? И вот прикинь, как там долбило. Я хлоп. Еле идет, я думаю, ну все, это уже еще один бонус, понял. Потом оп, пошел резко. Достаю кучу травы, вот такой черенок. Я думаю, ну это трава. И разматываю, и там просто такая пасть, вот это все, вот это кровит, щучка еще дергается, представляешь? Только в зубах держала, получается. Я смотрю, да ну нафиг, вот там так 15 сантиметров впастина вот такая, блин, вообще, я думаю, ни хрена себе, слышишь, вот Геннадий говорит, болото, блин, тут ничего нету. Ладно, все, разобрался, иду к третьей, полная вымотка, думаю, красота, достаю, просто леска идет,
все, просто обрыв. Это тоже там мощный удар. Там леска не выдержала на 35-е. Слабая. Тут Там по-любому щука какая-то была тоже надо хорошая. 0 пяшки было ставить, но... Я вообще в целом, слышишь, просто обалдел от этого озера на самом деле. Блин, ну Вроде там, небольшое, да? оно такое? вообще ни о чем, но там есть монстры, так что ты, если что, возьми на вооружение, как бы. Ну, я знал, как бы, что прошлый год тоже была вот где-то вот такая щучка, и просто она посередине была так цапнута тоже, отпущена. Я достаю вот такую щучку, она была уже мертвая, ну как бы побелевшая даже уже, кто-то цапнул ее на выходе. Голяны все живые вообще. Но это отличная наживка, Они вообще, блин. да что ж, они вот тащат, понял, вообще Да, красота. вот это самая лучшая наживка. Они очень долго не мрут, даже на тех озерах, где нет кислорода. Да. То есть вешаешь ты туда плотву, окуня, на следующий день приходишь, трупак. Трупак щука не будет жрать уже однозначно. Да. Однозначно, да. Ну, как бы этот... На озерах. Говорят, у нас вот на река Ляга есть на той стороне. Там, говорят, на ямах ставят на мойву, все такое, попадает. На капканы, мойву и все попадает. Ну да. На озерах, сколько я не пробовал, мойва не работает. Нет, моего нет. Но мы рыбачили на замороженную вот этого, как бы живца, оттаивает и тоже было Капкан берет, да? Да, работает тоже. Да. Но она может так раз возьмет, а капкан-то хлопы и все уже. Нет, капканы не рыбачим. У нас Нет? Нет. Чисто вот просто на крючок вешаешь, ну, плотву тоже А, самое. нифига. Да. У нас дохлую нет, она стукнуть не будет брать ее. Только живой. Ладненько, что, заболтались, давайте за встречу. Да, Геннадьевич, соскучился даже по тебе, слышишь? Времени прошло сутки буквально, а такое ощущение, что я, не знаю, дня 3-4, кажется, не было. Тут все, много чего успел сделать. Вот, говорят, на нашем месте уже перекрыли, да, дыхалку там уже немного. Там ребята заехали, да? Заехали, начали выставляться. Мы думаем подниматься, народ только еще выставляться, может еще пойдет рыба? Ну, видишь, местные тоже как бы не нечаянно, они тоже как бы по своим как-то поверьям двигаются, видишь, и все. Лошадочка, говорит, перекрыли дорогу. Ну, в общем, чем занимался Андрюха сегодня, в этот день, заходите на канал и посмотрите, вот там все будет показано, Да, все 100%. снято. Давай, Так что- Геннадьевич, я прям соскучился, отвечаю. По тебе. Сам-то тоже что, поломался, тоже приключений много было. Ну да. Че, я поздно-то и приехал. Ну, с утра-то, естественно, немного отлежался, все-таки вчера гулянка была. Обдумал все это. Я же туда поехал уже с поломкой. Ну да. Поехал вообще без сцепления. В общем, с рабочего цилиндра, кто понимает, сцепление, вытекла тормозуха. Если машина ездит каждый день, то есть она двигается, все нормально, тормозуха не уходит. Стоит 2-3 дня, видать, резина там дубеет, и через резинку эта жидкость уходит. Туда попадает воздух, потому что если постоянно бы жидкость была, если я подливал бы каждый день, не забывал, нормально все было. Оттуда жидкость ушла, воздух зашел, я отъезжать-то педаль раз, она провалилась. Все, там воздух. Залил я туда, не залил, по барабану уже. Прокачивать в таких условиях вообще никак, ни кайф, и вообще кое-как вот на скорости на стартере завел. Выезжал, кстати, сколько градусов было? Доехал. Сегодня? 14. Вот сейчас уже ехал Сейчас 14, да? 14, да. А утром было что, не смотрел? Писал телефон 22, я не знаю, я утром не уходил. Может 16-17 было, не знаю. Вот. И потом я доезжаю, думаю, лишь бы на перекрестках нигде не было, потому что я под горку-то 4-ю включил потом, когда выехал здесь на 1-й, потом 4-ю включил, доезжаю, лишь бы на перекрестках не было, потому что мне остановиться никак. Это надо или экстренно тормозить, или в сугроб, если чтобы не было ДТП. Ну да. Первый перекресток, смотрю, чистый на ЖД который. К Кухтинке подъезжаю, как бы 4-ю скидываю, не буду же залетать на главную дорогу, на 4-й скорости надо глянуть. Сзади плетутся 2 машины. Думаю, блин, я им показываю, обгоняйте, но прижимаюсь справа уже. Они тоже прижимаются, не обгоняют, там ни машин, ничего нету. Ладно, рядом перекресток, они просто перед перекрестком решили не обгонять. И тоже скинули, и тоже притормозили. Что, дурные что ли, блин? Я потом уже на тормоза нажимаю, поворотником прижимаюсь, показываю, что я прижимаюсь к обочине. Машина начинает дергаться. Я включил нейтралку, потом в упор уже просто 3-ю скорость включил, она вошла.
влево-право, вроде далеко там машина, справа чисто. Эти все-таки меня обогнали, поворачивают на централку, я за ними выезжаю. И тут вижу картину. Первая машина просто останавливается на дороге. Вторая, которая заехала ее бочком, чуть, ну, и не обогнала ее, получается. Видать, они в паре идут не так вот. И у меня, короче, и там две встречки идут. Дорога перекрыта полностью, получается. Потом я уже так, дык-дык, у меня навстречу уже дергаться начала. Та машина, которая вторая, смотрю, прижалась потихоньку обгоняет все-таки. Я успеваю, смотрю, успеваю. Раз он обогнал, у меня все, дырочка появилась, я пролетел. Второй перекресток, то же самое. Она-то едет. Почти уже меня подрезала, ну, на главную выезжает, она должна уступить. Тут ей что-то осенило, что она должна уступить. И в конце маневра уже, заканчивается маневр, уже стоит на перекрестке вот так. Останавливается. Я ей показываю, езжай, она стоит. То есть мне надо вот так вот ее уже объезжать, чуть ли не вот так вот ее объезжать получается. Я смотрю, здесь машины нету, естественно, я левый поворотник включаю, просто ну, объехал с этой стороны. Думаю, ладно, пронесло. И прямым ходом до СТО, прямо останавливаюсь. Захожу, говорит, дайте мне тормозуху. Дали тормозуху, взял ключи, посадил брата, тут прокачал. Поменял сразу бачок расширительный, у меня треснут был, из этого я полный заливал. Тут поменял, все, брат прокачал, цепление появилось, поехали на Волгу. Просто подумал, опять такая ситуация будет, и опять будем мучиться. Я говорю, ну нафиг, сколько можно. Решил, вот договорился, там пока очередь, туда-сюда. Ну, да, правильно. Сделали, поменяли главный цилиндр сегодня. Нормально. Теперь у меня новый цилиндр. Рабочий, в смысле, не главный, а рабочий цилиндр. Сцепление, новый бачок, тормозуха залита. Что-то, видать, они только поспешили, говорит, белая идет с пенкой, видать, в системе воздуха, они, видать, плохо прокачали. Выжимаю сцепление вроде полностью, а так, ну, через силу, переключение через силу, все-таки придется потом еще прокачать, наверное. Не знаю, не изменяет мне память, слышишь, надо немножко машину перебальмать, да? Когда прокачивается. Или нет? Ну, не знаю. Ну, помнится вот это, когда вот воздух, ну, воздушно же постоянно после мороза, сколько он гоняет. Тосолы там врызгивают, антифризы только льются, смотри, там. Когда морозы, что у нас? У нас, ребята, что морозы. Бывает под 40, под 45, и вот такие машины не выдерживают, на самом деле. Тем более европейские, которые иномарки, там, они же там предназначены, что у них там. У них даже по бортовому компьютеру стоит там, понял, 12 градусов минуса. Ну, они посмотрели цену, говорят, у тебя какого года этот цилиндр? Еще со скобкой вот это все. Сейчас, говорит, другие уже все, ну, по-другому все, говорит. Они уже литые эти, но чтобы закрутить. Ну, видишь, ты сейчас одно дело сделал хорошее. Ну, как хорошее. Я говорю, лет 5 назад уже менял. У меня просто в дороге заклинил новый цилиндр в выжатом положении. То есть у меня на сцепление выжил и его заклинило. Он обратно не сжался, получается. У меня машина на сцеплении не едет. Я тогда еще, наверное, урагана не было. И на ёршике маленьком ездил. В багажнике. Вот с багажника ёршика достал и поехал на рыбалку. Приезжаю, ехать как-то надо. Я под машину нырк. Полностью цилиндрик откручиваю, заклинивший, чтобы сцепления не было. Ну, и все. И также надо как-то было еще развернуться. Вот я там мучился тоже. Сначала за броку заехал. Все, машина заглохла. Переключать оно никак. Я поддонкратил, колесо крутанул, переключил на заднюю, там промучился, да. И в итоге что? Домой приехал, мне как-то ехать надо, магазин сдал, я говорю, что, мне подсунули там. Сдал этот цилиндр и поставил опять вот этот старый. И ездил на нем еще лет 5. Они сейчас посмотрели, как говорит, как ты вообще ездил? Ну, сколько я? Литров 5-6 тормозухи, наверное, в год ты, наверное, заливаю. Покупаю литровую бутылку и постоянно доливаю, она уходит, ну работает. Постояла машина немного, все. Опять, может быть, скажешь. Ну, так я за техникой смотрю, а что? У меня гаража нету, ямы нету. По большому счету, у меня времени нету вообще этим заниматься, вообще. Ну да. Когда уже крякает, тогда уже, да. Да, но сейчас дал 2,5 рубля сегодня заплатил, ну ничего. Это я бы, если сам делал, ну, 1250, половина из них вот этот цилиндр стоит, рабочий. 2 дворника новых купил, 500. Так 2 рубля ремонт обошел туда. Получается. Короче, опять ласточку свою подделал, да, немножко? Ну да.
Ну что, вот и кормилица, что? Боевая пехота. А куда без нее? Все. Очень вкусно, кстати. Вопросов нету. Вроде из дома приехал, а? Андрюха, я еще помаленько. Да, Геннадий, поскакал в баньку, Да. париться. Банька не пойду, потому что париться надо закрывать там, чтобы это прогрелось все. А помыться я только сегодня, как говорится, с вами, он помылся, побрился, все нормально. Все. Ходишь, полоснешься, погреешься. Нагрелось ведь, да? Да. И все будет нормально. Потом после баньки немного пивасика с рыбкой. Давай. Ну а завтра опять вперед, посмотрим. Там обязательно палки надо будет глянуть, там, наверное, Конечно, подшибали, конечно. мальков поймать. Конечно. Так что у нас день уйдет. И съездить обязательно к жерлицам надо будет, все успеть. Вот пораньше выехать надо будет. Да, зато дела очень много. А возможно даже сначала съездим к жерлицам, чтобы все по, Ну, посмотрим, по чё. светлому, да. Посмотрим, да, что как. Может я еще там добавлю парочку, Как погода, что-то. потому что рыба есть там, можно и добавить будет это. Там, побольше этим расстоянием охватить больше территорию, все-таки крокодила надо поймать. Ну, его надо выловить по-любому. Да. Наказать. Он... В этом сезоне. Так что будем здоровы. Давай, Все будет завтра. Кто-то рыбу ловит мешками. У кого-то это проблем никаких. Но вот когда при всем бесклеве у нас еще получается что-то поймать, это уже как бы спортивный интерес уже получается. А шансов ноль, а рыба все равно есть. Вот это. Ну да. Поймать рыбу там, где ее просто она дуром кидается, как якути, скажем, на вот такую вот блесну, там, повесил ложку тюбик от зубной пасты, как показывает там. Не знаю, не зря же говорят там, волк там хвост отпустил и то рыба клюнула. Это в Якутии по-любому, наверное. Там и холодильник покупают при минус 35. Мексиканец или бразилец, ты смеялся. Ну, не, правильно ты говоришь, правильно, на самом деле. А тут нет. Тут Да, все. сейчас такой момент, да, то, что вот реально что. Вот сегодня еще, говорит, больницы говорили, обсуждали вот эту тему рыболовную, все уже, говорит, лучшим вот эти мелкие налимчики попадают, все, крупного нет. Они, может, еще, видишь, я мелких оставляю, и потом на них, ну, это мне батя так еще учил. А кто там, может, отпускает, чтобы они там сдохли, там, вырывает кишки, кто-то там себе, там, кто-то коту может. Я говорю, еще раз надо, попался мелкий, оставьте его на крючке. Это шанс, что пока он живой, возьмет его крупный налим. Да, если он такой, его лучше действительно отпустить, если слабо заглотить. Хотя батя мне рассказывал, было на его опыте как бы 3. То есть взял маленького взял 1,5 килограммовый, и этих двоих хапнул и через жабры вытаскиваю, говорит, там гирлянда такая, на одном крючке 3 налима. Почему-то он тоже редко, где был второй крючок. Один крючок, средненький такой, и все. Я вот, видишь, 2, третий меньше, еще меньше, но то, чтобы надежда все-таки там. Что, может, харюзок ездил. Харюза почему нет, тоже удивляюсь. По идее, он камни перекат должен быть. Малька харюзю. Все, если комбайна, вот это все, ну, на червя, все мимо. Вон, Серега, у кого на день рождения были, тоже палки стоят. У нас, говорит, даже окуни попадают на мальки. Течение слабже такое, но Окуни попадают. окуни даже попадают на пищевые. Язи, говорит, попадают. Язь ловится там вверху. Да. Угу. Да, не так, говорит, как раньше, но все равно попадает. У нас же тоже сбитые крючком. Может, он, когда голодный, он там заглотил, а когда слабый, раз порвал, допустим. Так что, да. Завтра увидим. Все будет завтра. Точно. А сегодня что? Банька, ужин, разговоры часиков до 10, наверное. Долго не будем сегодня. Сейчас 7, часиков 10 отбой, часиков 6 подъем и будет четко. Так что до завтра.